Маждался, хамса ногос. Здравствуйте, мои дорогие, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. И у нас сегодня распаковка от любимого Василька. Вот такой вот огромный мешок. Сейчас я его сначала распакую, и потом посмотрим, что же я на этот раз заказала. Так, ну и вот, дорогие мои, вот как раз Танзила здесь. Пожалуйста, Танзила, не шурши. Это в основном заказ Танзилы, но мы начнем пока с мелких вещей. Значит, я заказала вот таких вот 2 полотенца. Что полотенца от любимого Василька, это шикарные полотенца. Очень хорошо впитывают воду. Вот такие вот. Вот такое вот большое полотенце банное. Ну, раз одно, наверное, и оба придется Танзиле отдать. Да-да. Вот такие вот. Я полотенца всегда заказываю, потому что они не мешают. В любой момент можно подарок дать. Им весело, да? Да, Расулу с Ибрагимом очень весело сегодня. Хотя им уже 3-й день весело. Вот такое вот полотенце для рук. Так, у вам сейчас влетит обоим. Полотенце махровое 50 на 80, это вот, стоит 262 рубля. В действительности, друзья, качество очень хорошее, впитывает воду очень хорошо. Это натуральный хлопок. Цвет фиолетовый. Вот это вот 70 на 130, оно стоит 582 рубля. И я бы не сказала, что это дорого, друзья. Очень хорошего качества полотенце. Так, дальше у меня толстовка мужская Аляска 48 размера. Это, как всегда, Ибрагим у нас заказывает для себя. Он уже помешан на этих, Худи. Это тоже худи? Да. Ну, на толстовках Василька он просто помешан. У нас шкаф, одна половина шкафа полностью в этих толстовках. Вот такого вот цвета. Вот такой кремовый цвет очень. Так, вот такая вот. Вот такая она теплая. Может, я заберу у тебя? Качество всегда вот такое. Мама, вот знаешь, что я хотела хорошее. сказать? Они воду не пропускают. Тут хлопок 65 и полиэстер 35%. Очень хорошая штука. Короче говоря, у нас у Танзилы, у Мадины они такие, да, толстовки, но из этого качества. Теплые очень. Рекомендую, действительно рекомендую. По этой цене, в принципе, она стоит всего 1544 рубля. Очень даже хорошие. Как я говорю, в действительности у нас пол шкафа Ибрагиминых и Багаудининых вот этих вот толстовках. Вот практически все от Василька. И вот он сейчас сидит в такой же толстовке. Так что, в действительности, друзья, толстовки очень хорошие, качество очень хорошее, удобные, теплые. В стирке они не меняют цвета. Если стирать температуру соблюдать, температурный режим, и для цветного белья порошок, конечно, свой. И все, и никаких проблем. Так, еле уговорила Ибрагима, чтобы он одел. Так, где-то, где было лицо видно, ты сам себя заляпаешь. У меня не получилось снимать, чтобы не видно было. Короче, вот такая, раздвинь руки. Вот такая толстовочка. И, как я сказала, толстовка такая стоит 1544 рубля. Теперь у нас вот такое вот одеяло. Одеяло и 2 подушки просила меня заказать Танзила. Одеяло верблюжья шерсть, оригинал. Короче говоря, 200 на 220 размер. И стоит оно 3669 рублей. И, друзья, я вам скажу, что одеяло полуторки верблюжьей шерсти я себе заказывала. Очень довольна качеством. Мы пользуемся уже месяца 2, наверное, где-то с конца октября. Они очень теплые одеяла. И мне действительно и качество нравится, и все в этих одеялах нравится. Поэтому я заказала для Танзилы тоже одеяло из верблюжьей шерсти. Вот, просто великолепное. Так, вот такое вот одеяло, друзья. Очень качественное, красивая стеганка вот это вот.
как всегда, везде швы прекрасные, все прекрасно. И одеяло очень теплое, удобное, легкое. Вот вроде бы шерсть, можно сказать, да, но оно такое легкое. И, как я сказала, я заказала именно это, потому что я довольна теми своими 3 одеялами. Вот так вот. Заказывайте, друзья, не пожалеете. Очень качественное, очень теплое одеяло. На, сразу упакуй, пожалуйста, и забирай. И забирай сразу же. Мне приятно бывает, когда от мамы еду. А можешь отметить в Инстаграме. Да. У себя, у Танзилы в Инстаграме страничка, в Ютубе нету. Короче, вот такие вот 2 подушки. Здоровый сон называются, 50 на 70. Стоит одна подушка 1012 рублей. Вот такая подушка. Тут наполнитель. Сейчас, минуточку. Двойная защита от бактерий написано, бамбуковое волокно и инновационные технологии. Подходит для сна и на боку, и на спине. Подходит для аллергиков. И легкий уход. Написано, что можно стирать в стиральной машине. Так что, Танзила, не шурши пока, пожалуйста. Вот так вот, друзья. Вот такие у меня сегодня покупочки. Заказывайте. Подушки тоже очень хорошие. Тоже я недавно заказывала. Подожди, Танзила, упакуешь. Младшей дочери подушку. Она тоже очень... Она причем даже мне сказала: мам, закажи мне подушку, чтобы мужу на работу. Ну, такую, чтобы, да, вот. И потом ей она настолько понравилась, что она говорит: нет, говорит, я свою домашнюю отправила на работу, а ту оставила себе, потому что она была очень хорошая. Так что, друзья, вот такие вот у нас покупочки сегодня. Заказывайте. Материал такой нежный и белоснежная подушечка. Танзила очень довольна. Танзила нас любит светлые вещи. Все. Вот так вот, друзья. Ссылку на сайт любимого Василька я оставлю в описании, закреплю в комментарии. Заходите, смотрите. Как всегда, я говорю, что я заказываю то, что нравится мне, а у любимого Василька столько выбора. Можете зайти, посмотреть и выбрать именно то, что нужно вам. За качество того, чего лично я купила, я гарантирую, оно превосходное. Нам всем в нашей семье это все нравится. Ну вот так вот, друзья. Маждуал, сахам сарнокус. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Новый день и новый заказ. Я, наверное, уже пока по какое-то последнее время только с заказами и подключаюсь к вам. Сегодня такой, ну, можно сказать, необычный заказ у меня. Индейку заказали, домашнюю, чтобы была. И обычно наше национальное блюдо. Индейка с галушками и с картофельной подливой и с бульончиком. Индейку я купила живую. Только что я ее почистила. Сейчас буду осмаливать, готовить. Ну и, наверное, с вами. Я иногда даже, если честно, не знаю, что показывать, как снимать. Тем более, как я говорила, после того, как я несколько дней не снимаю там, получается, что я не могу войти в колею. И девочки говорят: ну снимай каждый свой день, нам интересно, что ты делаешь каждый день. Потому что девчонки, которые в группах у меня, в принципе-то знают, чем я занимаюсь. Им это интересно, значит, и вам будет интересно. Мне так кажется, по крайней мере. Напишите, интересно ли вам или нет. И простите меня, я еще не отвечала на комментарии. Это не из-за того, что мне не хочется. Я комментарии читаю. Отвечать пока просто не бывает времени. Мне надо как-то вот выкроить время, особенно с этим правильным питанием, готовить параллельно сразу 2 меню, можно сказать, немножко получается накладно. Ночью устаю, что думаю, ночью хотя бы часок выкрою, да, отвечу на сообщения. Хочется спать, быстро засыпаю. Тем более я сейчас принимаю лекарства, которые, днем не хочется спать, а ночью буквально просто я выключаюсь. Мне выписал врач. На днях я должна поехать и в клинику. Тоже, да, надо проверить уже. Короче, вот такие вот дела. Все, об этом не будем. Сейчас я опущу камеру
И посмотрим. Ну, такая небольшая индейка получилась. Я с ней договорилась, какая должна быть, чтобы не очень большая была. И приготовим и отправим с вами индейку сегодня. Жирненькая, правда, но маленькая. Так, ну вот такая вот индейка. Это курочка, как вы поняли, не индюк, а индейка. Видите, какая жирненькая. Маленькая, но жирненькая. И внутри такой хороший жирок. Так, ну все. Клиентке я показала, как раз говорит то, что нужно. Сейчас осмолим, разделаем ее и поставим варить. Картошку я уже поставила варить. Картошку, хоть и рановато получилось. Лук почистила, морковку тоже. На подливу нашу, на беш. И должны быть галушки из кукурузной муки. Так что вот такой вот небольшой заказ сегодня. Ни салатов, ничего нет, просто индейка. Так. Ну вот сейчас быстро разделаю, помою. Ничего сложного. Так, когда я готовлю заказ, я кошек выставляю и не даю им заходить. Теперь скребутся. И иногда мне пишут, что делают заказы, и кошки сидят. В принципе, очень редко, когда делают заказ, у меня как-то вдруг, если там двери открыли, зашли, только в этом случае я разрешаю котам заходить. Когда я просто так для себя готовлю, конечно, у меня коты здесь. Но когда делаю заказ, я им не разрешаю заходить. Это однозначно. Сейчас я дверь закрыла, оба скребутся. Надо будет Ибрагиму сказать. Да, они сами туда зайдут. Если я сюда не запускаю, они идут уже туда. Видишь? Котяра. Я тоже люблю вот такую вот домашнюю индейку. Именно. Не бройлерных, а вот именно обычные домашние. Давно у меня всегда разводила, давно не было. В этом году, может быть, я разведу опять именно домашнюю индейку. Все-таки вот эта вот покупная индейка, мне кажется, она отдает каким-то вот именно мясо, каким-то вот, я даже не знаю, как сказать, запах какой-то бывает. У домашней такого запаха не бывает. Так, друзья, ну вот поставила индейку варить. Картошка уже сварилась, к сожалению, слишком рано поставила картофель. Но ничего, я сейчас ее растолчу и немножко кипятком пока разбавлю, чтобы она была у меня. Ну, пюре такое сделаю чуть-чуть, а потом уже бульоном долью, когда уже начнет вариться курица. Ой, индейка. Так, друзья, ну вот. Сейчас я делаю пюре. И да, вы знаете, когда я делала вот ингушскую подливу раньше, были вопросы, лучше взбить блендером. Если взбить пюре блендером, оно получается слишком такое вязкое и невкусное. Именно вот в подливе это бывает невкусно. Поэтому нужно просто сделать хорошее пюре. Именно вот так вот, вручную. Никакого блендера. Вкус меняется. Совсем невкусное получается подлива. К сожалению, мне его нельзя. Так бы хотелось. Соскучилась по картошке, если честно. Я любительница большая картофеля. Но эти 2 месяца, 3-й месяц уже, да, получается, 2,5 месяца. Один раз я ела картофель, и то запеченный со сметаной. Вот у нас по меню был в 1-м месяце.
В холодном виде причем даже. Именно говорят, картофель вредно в горячем виде есть. Так что не было у меня в меню картошки давно. Так вот. Надо будет такую индейку тоже себе купить и как-нибудь тоже приготовить. Ну, скоро едет сын мой домой. Может быть, тогда купим и приготовим. Поставила на зажарку, для зажарки лук. Главное, можно было бы этим отваром картофельным обратно, но его осталось мало, потому что картошка почти вся выкипела, пока я занималась индейкой. Не сообразила, слишком рано поставила варить. Придется немножко ее разжижить просто кипятком. Картошку надо было сразу с индейкой просто ставить. Ну ничего. Постараемся исправить эту ситуацию. Пюре сделано хорошо уже все. Так, друзья, индейка почти на подходе. Будем делать галушки. Так, у меня тут 600 грамм кукурузной муки, щепотка соли, одно яйцо, как видите. Можно, в принципе, и не добавлять яйцо, но я как-то для перестраховки добавила. И 400 миллилитров кипятка. Прям вот горячий-горячий кипяток. Так, друзья, ну вот, налепила я галушки. Теперь закину в воду. И кипящую воду сейчас закину. И будем уже, ну, уже буду готовить заказ. Так, Танзила приехала. Так, ну все, пока галушки варятся, вот так вот я налила, так видно, по-моему, да, налила, чуть-чуть сейчас не видно еще. Налила бульончик, налила подливу нашу. Сейчас не снимала, не сняла, как я это сделала, да, просто пюре. В пюре обычная зажарка. Пока с Танзилой разговаривали, налила просто бульончик. Лук с морковкой обжаренные и бульончиком. Пюре развела бульончиком. Вот такой вот жирненький бульончик. Вот такая вот вкусняшка. Я просто поставила в Инстаграм фотку твою. Какую мою фотку? И тогда там говорят, ты очень красиво похудела. Да ты что? Ой, это давно, давнишнее. От свадьбы. Так месяц этой свадьбе уже. Я еще больше похудела после этого. Так. Ну, индеечка совсем маленькая получилась. Ну, как я сказала, клиентка моя знает, что она такая. Зато она на естественном корме. Натуральная, домашняя. Так, ты мне зелень нарезала, ты взяла? Я тебя просила. Так, ну вот, друзья, вот такой вот заказ у меня сегодня готов. Галушки, индейка, бульон, подлива ингушская, беш наш и огурчики. А огурчики я просто, ну, садаку сделала такую, у них не было никакого заказа, ни салатика, думаю, им понравится такой вот бонус. Лозюэль. Ярю гелчардалши лозюэль. Приятного им аппетита. Заказывайте, если что, любой каприз, друзья, за ваши деньги.